В 12 часов дня наша съемочная группа прибыла на Сухумский центральный рынок. На рыбном прилавке в районе Поля чудес представлена местная продукция. По словам продавца, рыба свежая, поставляется сюда каждый день. Есть барабулечка любимая. Барабулечка — это султанка крупная, 700 рублей. Это 400. Пиламида. Пиламида — это семейство тунцов. Ее не было здесь давно, лет 10. Почему-то она сюда вернула. Кефаль. Сарган — это игла. Катраны — это черноморская акула. Очень пользуется успехом. Камбала. Только местные. Откуда вы получаете? Море. Вот там есть порт рядышком на маяке. И корабли выходят в море. Есть сетка ловят. На удочку люди ловят. По-разному. К нам в редакцию обратились и сказали, что рыба местная, пахнет соляркой. Послушайте, это бред. С Это такими бред. обращениями не приходили. Никогда. Нет. Рыбная продукция подходит всем, от пожилых до спортсменов и тех, кто просто хочет питаться правильно. Во все времена она считалась одним из самых полезных продуктов питания. Мясо рыбы – источник качественного белка, различных минералов и витаминов, в частности, витамина D. Рыба легко усваивается организмом и содержит вещества, которых нет ни в каких других продуктах. Из-за полезных свойств многие включают рыбу в свой рацион питания. Среди покупателей прилавка никто не жаловался на запах солярки и неприятный вкус. А какую выбираете? Лосось, пирамиду и камбалу. Вы только на этой точке реализации покупаете? Да. Никаких жалоб нет. Ни запаха, ни качества. Свежее, нормальное. Хотите тушите, хотите жарьте, хотите отваривайте. Часто здесь покупаете? Да, Довольны вкусом, качеством рыбы? да. Часто покупали, нормально, всегда не было никаких жалоб никогда. Уже много лет. А только здесь это самое свежее. Всегда. А какую вы купили сейчас? Сейчас купила барабульку, а понравилась еще игла, но она очень дороговата, конечно. А как вам качество? Сколько стоит барабуля? За сколько вы ее Я взяла 400-рублевую, 250 тоже хорошая будет мелкая, ну чистить просто проблема. А как часто вы покупаете? Последний раз здесь, когда купили? Какие-то проблемы у вас? Нет, не было. Не было никаких проблем. Я покупала этот, как его называется, он солила, вон ту большую рыбу. Здесь всегда свет. В этом году рыбы очень мало. Полученные квоты осваиваются лишь на 10%, говорит директор Сухумского рыбокомбината Астамур Джопуа. На сегодняшний день работают 2 корабля. Приплывают нечасто, раз в 4 дня. В процессе выгрузки хамса при помощи специальных насосов выкачивается прямо на завод. Иногда приходят просящие люди, которые многодетные женщины-цыганки приходят, и кое-кому приходится там по одному пакету раздать. Но, естественно, рыба в идеальном состоянии, море в этом году чистейшее. Но что касается разговора, что какой-то запах солярки, может, у них ведро было грязное, может, пакет был грязный, ну, это же мы за это не несем ответственности. А так у нас рыба идеальная. Рыба приходит валом в трюме, она закрытая там, и мы ее выкачиваем насосами, она прямо попадает на фабрику. И там никаких проблем у нас с качеством рыбы нет. По словам Астамура Джопуа, экологическая катастрофа в Черном море никак не затронула Абхазию, поэтому рыба отменного качества. Были разговоры, что сюда что-то пришло, но это неправда. Мы каждое утро смотрим, у нас прибрежная зона, пляжная зона, смотрим, никаких пятен, ничего, все чистенько у нас. Да. И рыба в хорошем состоянии. Потому что это, если бы рыба была бы загрязнена, мы ее не перерабатывали, потому что эта мука уже продается на экспорт, а там ее проверяют досконально. И муку, и жир. И качество у нас всегда отменное. Для абхазского побережья угрозы мазутного загрязнения нет, говорит директор Института экологии Роман Дыбар. Движение вод Черного моря происходит с востока на запад против часовой стрелки. Иными словами, чтобы добраться до побережья Абхазии, пятно должно будет обогнуть все берега западного и южного побережья Черного моря. Ветра, которые в дни катастрофы были направлены в сторону Крыма, также отвели от нас угрозу загрязнения. Мы, к счастью, не находимся в зоне воздействия этого мазутного пятна, потому что основное загрязнение будет перемещаться с востока на запад. И для того, чтобы добраться до нас, этому загрязнению придется обогнуть все берега западного побережья, южного, и только тогда этот мазут доберется до нас.
даже отдельные элементы, плавающие на поверхности, будут сдуваться ветром к тем берегам, которые находятся на всем западном и южном участке Черноморского, значит, побережья. И таким образом, даже если какие-то отдельные элементы этой катастрофы будут доходить до нас, то это будут крайне незначительные вещи. Надо еще добавить, что после этой катастрофы в течение почти целой недели ветра были направлены от нас в сторону Крыма и Керчи. И таким образом даже те плавающие отдельные элементы, значит, этого пятна, они фактически не дошли до нас. В Госкомитете по экологии Абхазии несколько раз в год берутся пробы морской воды на допустимое содержание нефтепродуктов. После крушения танкеров мониторинг будет проводиться чаще. Шазина Ханагуа, Инал Гвинджия, Абхазское телевидение.